Согласно специальному расследованию Политико, в оккупированном Китаем Восточном Туркестане уйгуров-турок продолжают принуждать к труду даже через 2 года после доклада ООН, в котором подробно описывается эта жестокая практика. Обновленные результаты расследования, вероятно, окажут давление на западных законодателей с целью дальнейшего ограничения импорта продуктов из печально известного региона. Согласно отчету, который будет опубликован на этой неделе академиком Адрианом Зенцем, старшим научным сотрудником Ассоциации жертв коммунизма, принудительный перевод рабочей силы уйгурских мусульман в 2023 году превысил то, что было сделано в предыдущем году, а также квоты, установленные государством. Китайский государственный гигант, компания Hikvision, предоставляющая оборудование, используемое для массового наблюдения и задержания уйгурских мусульман в Китае, участвует в инициативе Организации Объединенных Наций в области устойчивого развития, направленной на борьбу с изменением климата и противодействие нарушениям прав человека. Во вторник компания Hikvision, которая была внесена в черный список США по торговле за соучастие китайского правительства в продолжающемся геноциде в Восточном Туркестане, объявила, что теперь является членом глобального договора ООН. Стало известно, что комиссия по проверке дисциплины Синьцзянь уйгурского автономного района в Восточном Туркестане наказала 2 руководителей членов коммунистической партии, которые годами преданно работали в Китае под предлогом нарушения духа 8 центральных правил только потому, что они были уйгурского происхождения. Как сообщило китайское пропагандистское агентство People's Network 9 февраля, министр юстиции Синьцзянь уйгурского автономного района и бывший заместитель секретаря партийного комитета, марионеточный чиновник Анвар Сид, был задержан по обвинению в Рузвете, как сообщается, передан в прокуратуру. Также под предлогом принятия подарка был арестован заместитель секретаря партийной группы политсовета Каракашского района Хатанской области Ахмеджан Мамтимин, который будет находиться под стражей до судебного разбирательства. В контролируемой республиканцами Палате представителей в США чиновник Майк Джонсон заблокировал пакет помощи Украине, который прошел через Сенат. Джонсон, известный своей близостью к бывшему президенту Дональду Трампу, который, как ожидается, будет баллотироваться на выборах в ноябре, сообщил, что не допустит законопроект о пакете льгот для Украины к голосованию. В результате оползня, произошедшего на золотом руднике в Ильичевском районе Эрзинджана, под землей оказалось 9 из 667 рабочих шахты. Министр внутренних дел Али Эрликая сообщил, что в этом районе проводятся поиск и спасательные работы с участием 400 человек. Представитель генсекретаря ООН заявил, что 30% школ в Газе подверглись прямым бомбардировкам. Он заявил, что 162 школьных здания подверглись прямым бомбардировкам, что составляет около 30% от общего числа 563 школьных зданий в Газе. 26 школ были полностью разрушены.